Мацаеву Мадина Шамсудину, 77 года рождения. Она кем проводится? Возмущению нет предела, как предела нет порой хамству, нежеланию следовать букве закона. Ресурсоснабжающим организациям кто-то должен и 100, и 200 тысяч рублей. Долги накопились за многие-многие годы. И сегодня власти от слов перешли к делу. Например, службе судебных приставов только с начала этого года удалось взыскать 15 миллионов рублей с граждан. На исполнении у них находится более 7 тысяч документов о взыскании коммунальных долгов. И арест имущества в такой ситуации – вынужденная мера. От самосознания человека зависит. Если он понимает, что ему перед государством придется погасить задолженность, то он идет навстречу. Есть такие люди, которые до сих пор не понимают, что такое служба судебных приставов, в связи с чем бывают проблемы, приходится им объяснять. Динамика по сбору платежей есть, говорят сегодня представители Нурэнерго. По сравнению с 2013 годом, в 2014 в аналогичный период она составила аж 20%. Об этом сегодня руководители организации рассказали журналистам на пресс-конференции и отметили, права, как и обязанности, есть не только у физических лиц, но и у ресурсоснабжающих организаций. Например, сегодня в республике 268 тысяч физических потребителей электроэнергии, причем ее потери у каждого составляют 500, а где-то и 600 киловольт. Пользуясь случаем, хочу ко всем потребителям обратиться, что они не должны ждать ежемесячного прихода контролера или там проверяющего рейдового мероприятия. Он ежемесячно должен сам приходить в кассу, выписывать свои показания счетчика и оплачивать за ту или иную услугу, которую ему предоставила ресурсоснабжающая организация. Необходимую электроэнергию люди иногда просто воруют, и это тоже как неуплата, нарушение закона. Соответствующие органы могут привлечь граждан даже к уголовной ответственности. И это только вопрос времени. Выявлено более 1000 фактов самовольных подключений. Инициировано привлечение более 800 человек к административной ответственности по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях. Это самовольное подключение и использование газа, электрической и тепловой энергии. От оплаты коммунальных услуг зависит их качество, предупреждают в Нурэнерго. Своевременное погашение задолженности позволит предотвратить ряд неприятностей, в том числе и вынужденное отключение. Алевтина Банадыкова, Халид Мавсаев, Изелим Закаев. Новости.